Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Садитесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые приглашенные и все, кто смотрит трансляцию. Я обращаюсь сейчас не только к депутатам Государственного собрания Курултая, а ко всем 4 миллионам жителей Башкирии. Мое послание не будет привычной казенной директивой. Я буду говорить о людях, о том, какие они у нас замечательные, как много у них проблем, и о том, как мы вместе будем их решать. Меня часто пытаются убедить, что никто не в силах улучшить жизнь в отдельно взятом регионе. Но я абсолютно уверен, что это не так. У нас в республике немало скромных тружеников, мастеров своего дела, которые без лишних слов совершают невозможное. И в этом зале сегодня много таких тружеников. Например, Сергей Локтионев, комбайнер СПК «Ашкадарский» Мелеузовского района. В этом году за уборку он намолотил 4200 тонн зерна, то есть перевыполнил норму в 4 раза. Но Сергей-то взрослый человек. А вот еще у нас есть студент аграрного университета, комбайнер Ильгиз Салямов, который в 2 раза перевыполнил норму. Встаньте, пожалуйста, ребята, давайте мы вам еще раз похлопаем. Хотя другие тоже считали, что это невозможно. Помогая тем, кто нуждается в поддержке, забота в каждом человеке, улучшение жизни каждого из вас всегда будет моим главным приоритетом. Подчеркиваю, забота именно о каждом человеке, безо всяких исключений, независимо от его социального статуса, национальной или религиозной принадлежности. Мы с вами знаем из истории, что разделение общества по тем или иным признакам никогда ни к чему хорошему не приводило. Поэтому в первую очередь я призываю всех нас сегодня к единству и консолидации, к дружной работе по строительству такой республики, такого общего дома, в котором хотелось бы жить нашим детям и внукам. Сегодня я хочу сказать об укреплении традиции законной и демократичной смены власти в республике, уважительном отношении к своим предшественникам, особом уважении к старшему поколению. В этом зале сегодня с нами первый президент Башкортостана Муртаза Губайдулович Рахимов. В тяжелые переломные годы он сохранил, приумножил славу республики. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Спасибо вам, Муртаза Губайдулович. Хочу также поблагодарить Рустема Закиевича Хамитова. Открытость власти, масштабные культурные форумы, саммиты ШОС и БРИКС, узнаваемость республики в мире – это во многом именно ваша заслуга. Отмечу важную роль в развитии нашего края флагманов башкирской экономики, таких как Башнефть, УМПО, Газпром, Нефтехим, Салават и многих других. Хочу поприветствовать наших уважаемых ветеранов труда, поднимавших эти предприятия. Сегодня некоторые из них мы тоже пригласили в зал. Спасибо вам за самоотверженный труд. Мы будем равняться на ваши трудовые свершения. Уважаемые коллеги, президент России Владимир Путин
представляя в майском указе стратегию развития России на ближайшие 6 лет, сказал, что людям нужны не цифры или проценты, они ждут реального выполнения и повышения качества жизни. Именно на этом я хочу сосредоточить свою деятельность. Уже в первые дни работы я поручил администрации подключиться к инцидент-менеджменту. Ежедневно эта автоматизированная система выявляет тысячи острых для жителей республики проблем и болевых точек, которые мгновенно направляются моим коллегам на решение жесткими контрольными сроками. С тех, кто работает в органах власти, отвечает за развитие отраслей, территорий, благополучие людей, у меня будет особый спрос. Я не потерплю в своей команде равнодушных людей с потухшими глазами. Еще одно важное изначальное мое условие – прикрывать нерадивых чиновников я никогда не буду. Глубоко убежден, что власть должна признавать такое явление в своих рядах, как коррупция, и бороться с ним. А не делать вид, что все чиновники кристально чисты перед законом. Вообще у граждан есть много вопросов к системе подбора и ротации управленческих кадров. У нас сложилось, некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и порой покидают их лишь после громких скандалов. Или, что еще хуже, десятки лет сидят, не отсвечивают особенно, не перетруждаясь, думая только о том, как сохранить подольше свое кресло. Поскольку основные положения этой части регулирования закреплены в 131-м федеральным законом, прошу Ассоциацию муниципальных образований Республики Башкортостан организовать обсуждение этой проблемы. Возможно, вы совместно с советами городских районных депутатов придете к выводу о том, что так же, как и на других уровнях власти, глава муниципального образования не должен работать на своем посту более 2 сроков подряд. Этого времени, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы руководитель в полной мере реализовал свой управленческий потенциал и инициативы. Кстати, а эффективно проработавшие 2 года, таких у нас много, профессиональные управленцы в любом случае без дела не останутся. Вообще, что касается глав наших городов и районов, я призываю вас стать башкирскими Рудольфами Джулиани. Кто не знает, это, пожалуй, самый известный и самый успешный в мире глава муниципалитета. Те из вас, кто знаком с его теорией разбитых окон, знают, что даже в самом сложном и заброшенном муниципалитете можно улучшить ситуацию, если этого очень захотеть. Если мы будем каждый день решать спокойно проблемы, то шаг за шагом сможем добиться результата. А если будем мириться хотя бы с одним разбитым окном в нашем доме, то очень скоро все окна будут в нем разбитыми. Давайте вместе последовательно стеклить и латать там, где нужно. Нельзя допускать, чтобы дети учились в школе, в которой на головы может рухнуть потолок. Нельзя мириться с тем, что люди часами стоят в очередях в поликлинике, МФЦ, а зимой мерзнут на автобусных остановках. Нельзя равнодушно смотреть, как в 21 веке наши дети ходят в школу в кромешной тьме. Власть обязана обеспечить в домах свет и тепло, проводить в них ремонт, убирать снег с дорог, наводить чистоту на улицах, во дворах, подъездах и многое другое. Кому-то все это может показаться мелким, незначительным. Действительно, в повседневной работе нет ничего героического, но жители республики ждут от нас с вами в первую очередь решения именно вот таких проблем, но очень важных для них. Пора наводить порядок, я бы сказал, сделать генеральную уборку в республике, в нашем общем доме. Для этого власть обязана добиваться того, что порой кажется очень трудным, почти невозможным. Посмотрите на школу села Тастуба в Дуванском районе. Часть здания в аварийном состоянии, и детям приходится попеременно бегать на обед в соседний садик. Но несмотря ни на что, коллектив добивается отличных результатов. Их выпускники ежегодно поступают в известные вузы страны. Хотя, наверное, многие сказали бы, что в таких условиях это невозможно. Учителя из села Тастуба тоже сейчас в этом зале. Поднимитесь, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо вам большое, коллеги. Я дал поручение, и через 1,5-2 года вы будете работать в новой школе. Нам нужно в целом ликвидировать все ветхие аварийные школы и детсады в республике. Сегодня они есть даже в Уфе и в других городах. Много их и в районах. Поручаю правительству принять программу строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий аварийных школ и оснащения современным оборудованием и всеми необходимыми удобствами. У нас сейчас высокая потребность в ясельных группах в детских садах для детей до 3 лет. К 2021 году мы планируем ввести 49 новых детских садов. Но это не решит проблему полностью. Нужно использовать менее затратные варианты, безвозмездно передавать под эти цели помещения в муниципалитетах, открывать, когда есть такой спрос у граждан, частные детсады и группы присмотра и ухода, выделять для этого предпринимателям НКО субсидии и гранты. Прошу представить мне четкую дорожную карту по обеспечению местами детей до 3 лет. Еще один серьезный вопрос по детским садам. Речь идет о компенсации родительской платы. По закону она положена только семьям с доходом не выше 2-кратного прожиточного минимума на члена семьи. По просьбе граждан он был отсрочен до 1 января 2019 года. Я понимаю переживания людей. Незначительная разница в доходах зачастую приводит к отказам в получении этой столь нужной помощи. Я принял решение поддержать все семьи, в которых дети ходят в детские сады, независимо от критерия нуждаемости. Прошу правительства запланировать средства на эти цели. В общей сложности нужно выделить 1 миллиард. И мы найдем такую возможность. Для нас очень важно создать для всех малышей условия для всестороннего развития и подготовки к школе. Я хочу представить вам одного из лучших в республике руководителей дошкольного учреждения Сажиду Худайбердину, который возглавляет детский сад «Аленушка» в Сибае. Поднимитесь, пожалуйста. Победитель десятков профессиональных конкурсов. Спасибо вам большое за созданные в вашем детском саду замечательные условия. Спасибо. Уважаемые друзья, особое внимание мы будем уделять сохранению здоровья школьников, детей. Для нас здоровье детей – категория нравственная. Родители в своих обращениях часто задают мне много вопросов по организации детского питания в школах и детских садиках. Считаю, что по этим вопросам муниципалитеты сами должны принимать решения, использовать лучшие практики. И после того, как отладим здесь эффективную, прозрачную систему, подумаем вместе, какую дополнительную помощь мы сможем оказать в адресном обеспечении детей горячим питанием. Поручаю правительству до 1 июля следующего года полностью определиться с этими вопросами. Недавно у нас состоялся доверительный разговор с родителями особенных детей. Скажу своим коллегам, что буду исключительно внимательно относиться к качеству вашей работы в этом направлении. Поручаю проработать вопрос по увеличению размера пособия по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Республика также представит сертификаты на реабилитацию детей, в том числе в частных центрах. Следующим шагом станет создание современных реабилитационных центров в Уфе и на севере-востоке республики. В следующем году в 2 раза нарастим объемы средств на обеспечение жильем детей с ограниченными возможностями здоровья и семей воспитывающих. Это позволит решить вопрос более чем 170 семьям. Мы всегда и обязательно будем поддерживать благотворительные общественные организации. Есть немало примеров их бескорыстной работы. Фонд «Потерь нет» – единственный в республике, кто оказывает паллиативную помощь маленьким пациентам. Общественная организация содействия сопровождает семьи с особенными детьми. Благотворительный фонд «Наши дети» реализует социальные проекты по поддержке детей в больницах, а также сопровождению и подготовке подростков из детских домов к самостоятельной жизни. Фонд «Особенные дети»
помогающий профилактике тяжелых заболеваний детям раннего возраста. У нас есть успешные примеры участия в федеральных конкурсах. Например, в Баургазинском районе открылся единственный в республике центр библиотерапии. Проект «Доктор Книга» стал победителем всероссийского конкурса «Культурная мозаика городов и сел» и получил грант в 500 тысяч рублей на обустройство замечательного центра. В нем создана игровая зона, есть специальное оборудование, книги. Работники этой библиотеки здесь, в зале. Это прямое оказание помощи слабовидящим детям. Спасибо вам за ваши добрые сердца. Встаньте, пожалуйста. Спасибо. Я к вам обязательно приеду в гости, если пригласите, и мы вместе с вами обсудим, какая вам помощь требуется. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, продолжая тему здоровья, скажу, что нужно навести порядок с лекарственным обеспечением больниц, поликлиник и особенно льготников, вовремя и правильно составлять заявки, проводить конкурсные процедуры, использовать закупленные препараты. Лекарства должны доходить бесперебойно и адресно до каждого больного. Мы изыскали средства и до конца года полностью обеспечим препаратами больных, страдающими орфанными заболеваниями. Со следующего года, по решению Минздрава России, часть этих денег больных будет обеспечиваться за счет федеральных средств. Освобождающиеся из бюджета республики ресурсы направим на обеспечение лекарственными средствами. Много у нас аварийных, ветхих медицинских учреждений. Фактически половина зданий, больниц, поликлиник требует капремонта. В их числе сельские амбулатории, более 600 фельдшерско-акушерских пунктов. В городах остро не хватает поликлиник, в новых жилых микрорайонах особенно. Это в том числе вина строительных компаний, которые часто не выполняют свои обязательства по возведению в них социальных объектов. А ответственные службы закрывают на это глаза. Обещаю, что буду жестко пресекать подобное. Поручаю правительству республики разработать программу строительства, капитального ремонта, реконструкции зданий медицинских организаций, их оснащения современным медицинским оборудованием. Вообще тема здоровья будет для меня всегда приоритетной, в том числе борьба с употреблением алкоголя и табака. Пусть кому-то эта тема покажется набившей оскомину, но это не просто пагубная привычка. Это жуткое социальное зло, которое разрушает семьи, убивает, калечит людей, приводит к суицидам, домашнему насилию, бытовым убийствам, пожарам, авариям со смертельным исходом. Поручаю Межведомственному совету общественной безопасности республики совместно с правоохранительными контролирующими структурами усилить работу по пресечению продажи алкоголя и табака несовершеннолетним, нелегальной и несертифицированной спиртосодержащей торговли, по проверке торговых организаций соответствующих лицензий. В первую очередь наладить борьбу с распространением алкоголя и табака нужно в молодежной среде. Много у нас неблагополучных пьющих семей. Все они стоят на учете. Местная власть их знает. Нужно работать с такими семьями, не ждать, пока случится беда. Не должно быть равнодушия в этих вопросах участковых уполномоченных, социальных работников, учителей. Сегодня много говорят о профилактике заболеваний. В то же время у предприятий нет никаких экономических стимулов заниматься этой работой. Все они платят одинаковый тариф в фонд обязательного медицинского страхования, а он немалый, более 5% от фонда оплаты труда. Для отдельных предприятий это десятки миллионов рублей. Прошу Государственное собрание Курултай Республики проработать законодательную инициативу в Государственную Думу о внесении изменений в федеральное законодательство для запуска экономического механизма мотивации страхователей профилактики заболеваемости работающих.
Коллеги, сегодня хочу выразить благодарность всем нашим медработникам, которые, не считаясь со временем, отсутствием порой элементарных удобств, работая в непростых условиях, каждый день спасает здоровье и жизнь людей. Скажу, например, о фельдшере Сафине Гореевой, которая уже почти 40 лет лечит людей в деревне Аумышево Абзелиловского района. Отзывчивый и опытный специалист. Она по праву пользуется уважением жителей села. Спасибо вам большое. Нехватка медицинских кадров остается серьезной проблемой. Сегодня нашим лечебным учреждениям нужно дополнительно около 1300 врачей. В следующем году по 1 000 000 рублей подъемных получат 125 врачей узких специалистов, выезжающих работать в районы и малые города. Такие же выплаты будут произведены еще 150 специалистам, которые, заключив договор, приняли участие в программе «Земский доктор», но по разным причинам их не получили. Обращаясь в этой связи к главам муниципалитетов, не стоит отмахиваться от проблемы нехватки специалистов и говорить мне, что это не ваши полномочия. Все, что происходит на вашей территории, это ваша зона ответственности. Не ждите, проявляйте активность, ищите сами нужных вам специалистов. Помогайте им обустроиться в социальном, бытовом плане. Вы можете хоть петь и танцевать для них, лишь бы они остались. И все ваши старания, поверьте, будут вознаграждены здоровьем ваших земляков. Вот, например, 2 года назад из Оренбурга в деревню Нижняя Бобина по программе «Земский фельдшер» приехала супружеская пара Сальмаевых. В течение года больница оплачивала им съемную квартиру, а сейчас на полученный в рамках программы «Миллион» они самостоятельно достраивают собственный дом. И местные жители очень ими довольны. Вот Марат Сальмаев сейчас находится в этом зале. Да? Вот мы их приглашали с его супругой, тоже врачом. Она не смогла рискнуть ехать по зимней дороге, потому что ждет 3-го ребенка. И он будет первым из ваших детей, который будет рожден на вашей исторической родине. Если пригласите, с удовольствием к вам заеду и посмотрю, как вы обустроились в вашем новом доме. Мы будем оценивать работу глав муниципалитетов, в том числе по показателям социально-бытового устройства медиков и других специалистов. Поручая правительству разработать республиканскую программу по предоставлению молодым специалистам арендного жилья с возможностью последующего выкупа. Далее. Где бы я ни встречался с жителями, их тревожит то, что из-за отсутствия достойной работы многие мужчины уезжают на заработки за пределы республики. В основном на севера, подрывая там здоровье. Кроме того, зачастую рушатся семьи, а мы теряем трудоспособное население. Считаю, что для нашей республики это один из самых главных вызовов на сегодняшний день. И люди нас будут оценивать и нашу работу по тому, насколько мы сумеем изменить этот негативный тренд. Нам нужны для этого новые рабочие места, причем с достойной зарплатой. Будем привлекать в муниципалитеты инвестиции, открывать новые производства. Нужно возрождать старые предприятия, которые когда-то давали людям работу, а потом их по разным причинам приводили к банкротству. В этой связи тоже нужно навести жесткий порядок. Я не могу пока приобрести ни одного примера, когда предприятие успешно вышло из кризиса через процедуру банкротства. Где-то не сработал менеджмент, а где-то имели место умышленные действия. Мы пресечем деяния преступных группировок, зарабатывающих миллионы на распиле организации различных форм собственности. В последние годы мы потеряли такие серьезные предприятия, как Бельское речное пароходство, МТС Зерганская и многое другое. Едва не потеряли Башавтотранс и издательство «Башкортостан». Вопросами оздоровления экономики
я убежден, должно заниматься государство. Кроме того, сегодня в республике растут долги по заработной плате. На 1 декабря они достигли уже 635 миллионов рублей перед более чем 13 тысячами работников. И это лишь то, что выявляют надзорные органы. К тому же многие граждане работают без оформления трудовых отношений. Отдельная тема – отток из республики молодежи. Более четверти выпускников наших школ ежегодно уезжают поступать в вузы других регионов. Их не устраивает недостаточность в наших университетах востребованных специальностей, современной инфраструктуры для учебы, занятий наукой, творчеством, комфортного проживания и перспектив трудоустройства. Наши университеты должны быть на уровне передовых российских вузов. Республика готова оказать поддержку по всем направлениям. Сейчас образование, наука и технологии становятся точками роста регионов. Вузам необходимо совместно с предприятиями разрабатывать новые образовательные программы с учетом потребностей региональной экономики. Нужно в разы повышать роль вузов в технологическом прорыве. Для объединения усилий университетов с наукой и инновационным сектором поручаю правительству до конца следующего года завершить работу по созданию технополиса Республиканского дома науки и технологий. Мы также усилим поддержку талантливой молодежи, увеличим размеры стипендий главы республики одаренным студентам и аспирантам в 2 раза. Хочу также сказать, что сегодня невозможно представить успешный и привлекательный вуз без суперсовременного кампуса. Тем более, что приток абитуриентов из других регионов и зарубежных стран тоже растет. Поручаю правительству республики совместно с вузами и администрацией Уфы разработать и внести предложения по строительству межвузовского кампуса. Наш город должен стать одной из молодежных образовательных столиц в стране. Здесь нужно отметить важный момент, который делает привлекательным любую территорию. И скажу об этом как человек, который довольно долгое время жил в других городах. И вот, наконец, вернулся домой на родину. Притягивает к себе может только яркий, современный, уютный город, который радует комфортом, чистотой, насыщенной интересными событиями жизнью. К сожалению, по этим параметрам мы немного отстали из последние годы от других регионов. При этом я уверен, что наши территории могут и должны стать более привлекательными, дружелюбными для жителей и гостей республики. А наша Уфа – один из самых известных в стране миллионников со своей историей и многонациональной культурой. Город-парк с неповторимым ландшафтом, музеями, галереями, театрами. И мы должны притягивать позитивно настроенных людей. Всем здесь должно быть тепло и комфортно. Давайте вместе работать над этим, заряжать нашу столицу, в целом республику, хорошей энергетикой. Уважаемые коллеги, возвращаясь к жилищной теме, скажу еще об одной острейшей проблеме – обманутых дольщиках. Сегодня их в республике более 6 тысяч человек. И я говорил и продолжаю, мы будем настойчиво и последовательно решать эту задачу. Несколько домов введем в этом году. По остальным в минимальные сроки определим понятные механизмы решения и источники финансирования. Это очень тяжелый путь, который нам предстоит вместе пройти с дольщиками, и мы его вместе пройдем. У нас есть также десятки социальных объектов, строительство которых затянулось на многие годы. Будем разрешать ситуации также и там, но пока, увы, в ручном режиме. В марте следующего года мы должны открыть детскую поликлинику на улице Амантая в Уфе. А до 1 июня к летним международным детским играм ввести центр подготовки на улице Камышлинской в Затоне. Госкомитету по строительству и архитектуре, главам районов и городов поручаю до конца года обновить список проблемных объектов, подготовить варианты решений по каждому из них.
И необходимо также внимательно следить за тем, чтобы не появлялись новые долгострои и строились нужные людям объекты. В следующем году важно вовремя сдать большую школу на 1000 мест в микрорайоне Яркий в Демском районе. Новый корпус онкодиспансера в Уфе. Завершить реконструкцию железнодорожного вокзала и модернизацию аэропорта Уфы. Построим долгожданный новый родильный дом в Ишимбае. Реконструируем стадион в Кумертау. Планы по строительству у нас очень большие, и мы их обязательно выполним. Уважаемые коллеги, в рамках Года семьи в республике успешно реализуются многие проекты «Десятилетие детства», направленные на улучшение демографической ситуации, укрепление семейной политики, поддержку материнства и детства. Продолжается строительство школ и детских садиков, больниц и поликлиник. В следующем году планируем в 2 раза, до почти $500 миллиарда рублей, увеличить сумму, которая идет на приобретение жилья многодетным семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми. Башкортостан гордится семьями, в которых сильны традиции многодетности и ответственного родительства. Чтобы отметить их, учреждена медаль «Родительская доблесть». Сегодня в этом зале находятся удостоенные такой медали Самат и Галия Зайнуллины. Они воспитали замечательных детей. Один из них, Ренат, геройски погиб при исполнении долга в Чеченской Республике. Уважаемые Самат Ишбулатович и Галия Хакимьяновна, искренне вам спасибо от всех нас за воспитание прекрасных детей, настоящих патриотов. Не только в горячих точках, но и нередко в повседневной службе проявляют настоящий героизм сотрудники внутренних дел. 6 ноября этого года инспектор ГИБДД, капитан Альберт Талипов, бывший спецназовец, награжденный орденом мужества, в одиночку вступил в переговоры с вооруженным водителем и разоружил его. Преступник, угрожавший взорвать себя и окружающих, был задержан. Благодаря его мужеству и грамотным действиям капитан Талипов находится сейчас с нами в зале. И давайте я предлагаю в лице Альберта Айратовича поблагодарим всех сотрудников органов внутренних дел, силовых структур, которые стоят на страже правопорядка, охраняют жизнь и покой наших граждан. Кстати, во многом именно от инспекторов, например, дорожного движения, зависит безопасность людей на дорогах. С начала года в 4000 ДТП погибло более 500 человек. Около 5000 получили травмы. Надо принимать серьезные меры, работать на упреждение, сводить к минимуму любые риски. Поручаю постоянно организовать дежурство на самых аварийных участках трасс. В местах оживленного движения, массового скопления людей. Нужно увеличить число камер видеофиксации. Там, где ДТП случается из-за плохих дорожных условий, ответственность будут нести органы, на балансе которых находятся эти дороги. Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству поручаю оперативно подготовить перечень наиболее сложных, опасных участков дорог для их первоначального ремонта. Должен быть четко отработан алгоритм действий в случае ДТП на отдаленных участках автодорог. Для экстренной помощи необходимо задействовать все ресурсы – санавиацию, мобильные медицинские центры, цифровые технологии и системы спутниковой навигации. Это поможет ежегодно спасать жизни сотен пострадавших в авариях людей. Мы завершим наведение порядка в пассажирских перевозках. Уже в первом квартале следующего года во всех городских маршрутах Уфы автобусный парк начнет заметно меняться на современный и комфортный. Мы наладим удобную для людей транспортную схему, исходя прежде всего из их запросов.
Введем единую транспортную карту для всех перевозчиков, которая позволит поставить под контроль финансовые потоки. А главное – обеспечить честные конкурсные процедуры. Там, где раньше рулили криминал и коррупция, разберутся правоохранительные органы. Все трудности, которые испытывают сейчас пассажиры, мы преодолеем. Важным шагом для республики считаю реализацию крупных проектов по развитию дорожной инфраструктуры, многие из которых уже на данный момент получили одобрение федерального центра. Это в первую очередь строительство моста в Уфе через Белую в южном направлении, расширение до 4 полос дороги Уфа-Оренбург. Достроим долгожданный мост через реку Уфа в районе села Караидель. Мы работаем над тем, чтобы включить Уфу в высокоскоростную магистраль Москва-Казань-Екатеринбург. И будем активно участвовать в реализации государственной программы, федеральной, комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры, по которой республика, послушайте, может за 5 лет получить 64 миллиарда рублей. Мы должны просто зубами вцепиться в эту масштабную программу, которая позволит нам принципиально улучшить дорожную инфраструктуру. Вся эта работа в итоге скажется на удобстве поездок, инфраструктуры для жителей республики и наших гостей. Уважаемые коллеги, когда мы говорим о необходимости выделить средства на решение тех или иных проблем, мы отдаем себе отчет в том, что эти деньги не падают с неба. Мы должны их сами зарабатывать, создавать условия для экономического развития республики. Не плыть по течению, как статисты, лишь подающие наверх отчеты об инвестиционной деятельности предприятий, а своими руками создавать для нашей экономики новые точки роста. Нужно честно признать, наша республика не использует сегодня в полной мере свой огромный инвестиционный потенциал. Мне есть с чем сравнивать. И скажу откровенно, что в регионах-лидерах управленцы сработали пока лучше нас и ушли далеко вперед. Сегодня конкурентная борьба за инвестиции между регионами острейшая. Во многих субъектах федерации инвестору достаточно появиться на горизонте, как его окружают максимальной заботой, предоставляют исчерпывающую информацию о готовых земельных участках на выбор, единое окно, решение любых вопросов, убеждают, что именно у них такие условия самые перспективные для развития бизнеса, и что лучше не бывает. А в нашей республике пока я даже сам не обнаружил, к кому конкретно должен обратиться потенциальный инвестор. Есть много разрозненных ведомств, так или иначе контактирующих с бизнесом, а в итоге у 7 нянек дитя оказывается без глаза. Деловые люди приезжают в республику как на экскурсию и уезжают, не спеша вкладываться. Так не пойдет. Мы тоже будем носить инвесторов на руках. Пока мне приходится это делать, прошу прощения за тавтологию, в ручном режиме. Создан инвестиционный совет, который рассматривает каждый проект с разных сторон, принимает по нему сразу же решение. В дальнейшем отработаем до автоматизма все этапы сопровождения инвестора, от принятия решения о старте проекта, выделения земли, подключения к коммуникации до выпуска продукции на рынок. Здесь нужно обязательно синхронизировать работу республиканских и муниципальных органов власти. Мне сразу бросилось в глаза, что инвестиционный климат в наших муниципалитетах очень разный. И туда, где глава уделяет должное внимание любому серьезному или даже малому бизнесу, готовому вкладывать деньги в развитие города или района, инвестиции идут. Если же глава руководствуется какими-то иными соображениями, предприниматели обходят его стороной. Именно поэтому со следующего года мы введем рейтинг муниципалитетов по показателям реализации инвестиционного потенциала. Республике необходимо также наращивать внешнеэкономическую экспортную деятельность, расширять международное сотрудничество. Интерес иностранных партнеров, инвесторов к Башкирии всегда был велик. Но чтобы он перешел в реальные проекты, нужны компетентные в этих вопросах люди.
Мы будем искать таких специалистов и в республике, и за ее пределами, наделять их соответствующими полномочиями. Если это будет оправдано, откроем и представительство в странах, которые проявляют к нам наибольший интерес. Изучая то, что есть интересного, инновационного за пределами республики, нельзя забывать и о том, что и у нас у самих здесь, в Башкирии, всегда было нашей сильной стороной. Я говорю о сельском хозяйстве. В нем я тоже вижу огромные, нереализованные пока в полной мере возможности. АПК способен стать одной из самых перспективных точек роста нашей экономики. Приведу только одну цифру. Емкость продовольственного рынка республики составляет порядка 350 миллиардов рублей. А производим мы сегодня продукцию в лучшем случае на 170 миллиардов. То есть меньше половины от нашего потенциала. Причем не готовые продукты питания, а в основном сырье, упуская колоссальную выручку на добавленной стоимости. Развернуть собственную переработку, глубокую, вот задача номер один для нашего АПК. Наши аграрии в последнее время приходят к пониманию важности кооперации, ресурсов, кадров, техники, бизнес-идей, наконец. Только за последние 2 года более 200 кооперативов объединили порядка 3000 личных подворий и фермеров. В то же время мы теряем десятки сельхозпредприятий, фермерских хозяйств из-за непродуманных, а порой предумышленных действий. За 20 лет, вдумайтесь, отрасль пережила 4 волны банкротств. Может, хватит уже разорять тех, кто укрепляет сельскую экономику, дает сельчанам работу. Я буду настаивать, чтобы в дальнейшем подобные действия получали объективную, в том числе правовую оценку. Представьте, сколько сил нужно вложить, чтобы поднять на ноги фермерское хозяйство. Здесь нужно иметь очень крепкий характер и волю. Как, например, у фермера Владислава Бекмурзина из Калтасинского района, который когда-то начинал с 6 коров, а сегодня 200 буренок дает ему ежегодно 1000 молока. Удачи вам и спасибо. Надо, чтобы каждый район гордился такими сильными и успешными земляками. Мы запустим программу «Лидеры АПК» и будем готовить современных специалистов для агробизнеса. Нужно также укреплять систему подготовки рабочих кадров для сельского хозяйства. Создадим для начала в 5-6 крупных аграрных колледжах животноводческие фермы, опытные поля. Закупим для них современную технику и оборудование. Если сегодня мы являемся лидерами в стране по молоку, мясу, меду, то завтра должны стать лучшими в переработке сельхозпродукции, биотехнологиях, цифровизации аграрной области. Через несколько лет сельское хозяйство, уверен, будет одной из базовых отраслей цифровой экономики страны. При этом для меня здесь самое главное – это не сам по себе успешный агробизнес и чистая выручка. Важно и то, что рост доходности АПК работает на социальное развитие села и повышение качества жизни селян. Это же почти 1,5 миллиона человек, почти 40% жителей республики. Заботу об их судьбе, будущем наших сел и деревень воспринимаю как личный долг. Я сам родился в деревне и знаю, что именно село является хранителем наших национальных традиций, семейных ценностей, связи поколений, всего того, что составляет культуру нашего народа. Меня радует, что у нас на селе, как и прежде, сильны традиции взаимовыручки. Люди там, несмотря на все трудности, не забывают, что такое совесть и доброе сердце. В Бурангуловском сельсовете Абзелиловского района, например, местный бизнесмен Ильшат Гельманов, он тоже должен быть здесь, помог построить дом для своих односельчан. Когда многодетная семья Султановых после пожара оказалась в сложной ситуации, и успешный предприниматель, причем сам тоже многодетный отец, не остался равнодушным к этой беде. Спасибо вам большое. Кстати, как мне говорят, он всегда выступает спонсором. Уважаемые друзья,
Благодаря решению президента Российской Федерации в ближайшие годы в регионы страны дополнительно поступят в рамках нацпроектов триллионы рублей. Это будет настоящий прорыв в качестве жизни людей. Речь идет о росте зарплат и пособий. Огромные ресурсы пойдут в медицину и образование, культуру и спорт, строительство дорог и мостов, благоустройство наших городов и сел. Не буду сейчас называть ключевые цифры, целевые ориентиры и показатели майского указа и национальных проектов, их плановые значения для нашей республики. Кстати, все это есть в информационных материалах, которые вы сегодня получили. Скажу о главном. Наша республика, которая в числе 10 ведущих регионов формирует половину экономики страны, уверен, получит ощутимую поддержку федерального центра. Надо только работать. Правительство республики, наши сенаторы, депутаты Государственной Думы и Государственного собрания Курултая, все, кто задействован в этой работе, должны сделать все, чтобы в Башкортостан пришли максимально возможные ресурсы через участие в национальных проектах, госпрограммах и конкурсах. На сегодня это одна из самых важных задач для нашей республики. Не обессудьте, уважаемые наши коллеги, сенаторы, парламентарии, но мы вас тоже будем рейтинговать и оценивать вашу работу по объему федеральных ресурсов, привлеченных вами в республику. Напоминаю, что именно для этого каждый из вас был десантирован в Москву. Я рассчитываю на вашу большую и активную помощь и весомые результаты. Важно, чтобы Башкортостан получил эти мощные ресурсы в полной мере, реализовал заложенную в них энергию развития. Они нужны нам для запуска новых современных производств, современных рабочих мест с достойной зарплатой, для формирования новых наукоемких отраслей, поддержки традиционных, например, известных в том числе за пределами республики машиностроительных предприятий Уфы, Ишимбая, Стерлитамака, Нефтекамска. Правительство прошу разработать программу развития машиностроительного комплекса республики. Значительные ресурсы нужны для укрепления бюджетов наших городов и районов, выравнивания их развития. Сейчас разрыв между ними по уровню среднемесячной платы превышает 2 с лишним раза. Инвестициям в основной капитал на душу населения более чем в 50 раз. Одна из причин этого, считаю, слабая работа с малым бизнесом. Он должен почувствовать добрый настрой власти, в первую очередь на местах. Я буду оценивать глав районов и городов, в том числе и по созданию условий для развития предпринимательства. Поручая внедрить в республике муниципальный стандарт поддержки и развития предпринимательства, определить в нем порядок работы муниципалитетов с бизнесом, их ответственность в этом вопросе. Уважаемые коллеги, в поездках по районам и городам я всегда обращаю внимание на качество жизненной среды, работу коммунальных услуг, благоустроенность наших населенных пунктов и экологическую ситуацию. Часто меня неприятно удивляет то, что я вижу. Вот посмотрите на наши детские площадки. Это же просто стыдно. А теперь посмотрите, какими они должны быть. Причем это не стоит баснословных денег. Многие регионы с меньшей бюджетной обеспеченностью уже решают активно эти проблемы. И мы тоже ее решим. Почти 3000 дворов республики нуждаются в благоустройстве. В следующем году направим на эти цели более 3,4 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда из федерального бюджета. В программе также примут участие муниципалитеты. И это позволит нам отремонтировать порядка 500 дворов, а также благоустроить в муниципалитетах около 150 парков и скверов. Еще одна большая новая программа – это ремонт подъездов. Мы будем направлять на нее ежегодно по миллиарду рублей за счет средств бюджета с участием управляющих компаний. Такие программы уже работают в других районах, и за 6 лет планируем обустроить более 26 тысяч подъездов и полностью закрыть эту проблему.
При этом принципиально важно обсуждать программы по благоустройству и непосредственно жителями домов в ходе общественных слушаний. В каждом крупном населенном пункте должен быть хороший парк. Это тоже не что-то уж сверхъестественное – создать людям благоустроенное место для укрепления здоровья и семейного отдыха. Ресурсов на это у республики тоже вполне достаточно. Предстоит дальнейшая работа по ликвидации аварийного фонда. На это ежегодно будем направлять значительные средства, в том числе и из федерального бюджета. Мы ведем сейчас такой диалог. Мы начали решать проблему нехватки коммунальной техники, особенно снегоуборочной и поливальной. Десятки машин поступили уже в Уфу. В ближайшее полугодие новая техника будет направлена во все остальные муниципалитеты. Жители многих территорий жалуются на неблагоприятную экологическую ситуацию, на низкое качество питьевой воды, проблемы в работе систем водоснабжения. У нас вообще много проблем с инженерными сетями. Районы и города быстро растут. Инфраструктура не всегда поспевает за этим ростом. Прошу правительства подготовить программу по строительству в муниципалитетах инженерных сетей. Еще один показатель качества жизни и здоровья – чистый воздух. К сожалению, по объему выбросов загрязняющих веществ Башкортостан на первом месте при Волжском федеральном округе и в первой десятке российских регионов. Мы будем более плотно работать с предприятиями, основными загрязнителями, повышать в отношении нарушителей штрафные санкции. Будем требовать со стороны бизнеса активной инвестиционной политики в части предохранных мероприятий. Продолжим оснащать муниципалитеты автоматизированными станциями контроля загрязнения атмосферы. В течение 5 лет у нас появится еще 10 таких станций. Один из важных вопросов, на который я хотел бы дать сегодня ответ, это переход со следующего года на новую систему по обращению с отходами. Чрезмерного роста тарифов на вывоз мусора мы не допустим. А вот качество работы в этой сфере должно серьезно вырасти. Республика у нас большая, населенных пунктов, удаленных от городов и районных центров очень много. Для оптимизации тарифов поставлена задача правильно выстроить экономически обоснованную логистику движения отходов. Появятся новые полигоны, мусоросортировочные участки, мусороперегрузочные пункты. В наших планах борьба с незаконной добычей общеполезных распространенных ископаемых. Мы планируем внести изменения в республиканское законодательство на порядок получения лицензий и условий недропользования, которые станут намного жестче. А те, кто в последние годы стремился нажиться на наших недрах, по-варварски добывая сырье и нанося вред природе, будут строго наказаны. С инициативой их уголовного преследования мы выйдем на федеральный уровень. В то же время считаю, что муниципалитеты должны сами иметь возможность использовать в нуждах их территорий простые щебень, ПГС и прочее сырье, которое добывается на их территории, например, для отсыпки дорог, благоустройства населенных пунктов. Правительство, Государственное собрание предлагаю внести соответствующие изменения в республиканское законодательство. Уважаемые друзья, в заключение своего выступления я хочу призвать всех жителей республики: давайте не будем себя чувствовать провинциалами. Нам есть за что уважать себя, гордиться своей республикой, своими достижениями. Наши соседи и друзья очень правильно говорят: без булдрабыс. А я хочу сказать собравшимся: без яхшарак булдрабыс. Наверное, переводить не нужно. Другого выбора у нас действительно нет. Если мы хотим догнать по уровню жизни регионы, которые нас обогнали, и тогда мы обязательно вернемся в передовые позиции в стране. Кстати, пусть это будет нашим девизом. Далеко за пределами Башкирии чтят имена наших земляков. Мы гордимся ими. Мы гордимся замечательными деятелями культуры и искусства,
политиками, учеными, спортсменами. Люди, которые мы можем гордиться, есть, кстати, у нас и сейчас, и это молодое поколение. Посмотрите, каких успехов добились только за последний год молодежь республики. Наши школьники и студенты стали победителями и призерами робототехнической олимпиады, чемпионатов профессионального мастерства Обилимпикс, WorldSkills, всероссийского конкурса космических проектов, международного чемпионата по инжинирингу и робототехнике, других престижных форумов. Некоторые из этих чемпионов сегодня в нашем зале. Встаньте, пожалуйста. Ребята, вы очень большие молодцы и отличный пример для ваших сверстников. Спасибо вам большое. Я считаю, что вот именно такая молодежь сумеет наш Башкортостан, как любят говорить иногда наши заокеанские партнеры, great again. Уважаемые друзья, возможно, кому-то из вас мое послание показалось прагматичным, может быть, даже заниженным. Возможно, кто-то разочарован, что я ни разу не вернул модные словечки «форсайт», «инжал», тысячи других. Просто хочу сказать, поверьте, что слова эти мне известны, и я умею мечтать и стремиться к звездам. Но жизнь стремительно ускоряется и усложняется, а государственные институты и чиновники не успевают перестраиваться и не всегда могут эффективно работать в новых условиях. В итоге наши люди чувствуют себя брошенными, оставленными один на один с агрессивнейшими вызовами современного мира. И вот возникает тот самый запрос на справедливость, о котором в последнее время часто говорят эксперты и политики. В нашей республике запрос на справедливость, причем в повседневных делах, в жизни каждого человека, также остро ощутим. И потому, прежде чем стремиться к звездам, нужно вначале удовлетворить эти приземленные, а на самом деле важные для людей простые, обыкновенные человеческие запросы. Как я понимаю справедливость? Это когда люди, которые добросовестно работают, получают за это достойную зарплату. Когда ветераны, отдавшие государству десятилетия своей жизни, не чувствуют себя забытыми и обделенными. Когда государственная поддержка бизнесу оказывается без деления на своих и чужих. Когда у начальства нет любимчиков. Когда все равны перед законом. Когда развитые муниципалитеты помогают отстающим. Вообще, когда сильные приходят на помощь слабым. Старикам, детям, малоимущим, людям со специальными нуждами. Именно потому, что это справедливо. Справедливость – это еще и абсолютное отсутствие клановости и кумовства. И каждый паренек или девчушка в наших деревнях должны быть уверены, что если они хорошо учатся и много работают над собой, у них есть реальные шансы добиться успеха дома в родной республике. Я не буду обманывать людей высокопарными фразами, несбыточными обещаниями, заниматься гигантоманией и прожектерством. Я буду считать, что не зря прожил свою жизнь, если о моей команде когда-то скажут, эти люди делали то, что обещали. Давайте сегодня прямо без сожаления расстанемся со всем устаревшим и обветшалым, с неверием в собственные силы, с байством, высокомерием, бездушием в отношениях к людям. Давайте жить общими интересами и шаг за шагом менять нашу жизнь к лучшему. В этом и состоит моя стратегия. Алга, Башкирия, вперед, Башкортостан! Спасибо за внимание.